На днях в городе Якутске состоялась вторая междисциплинарная научно-практическая конференция «Ревматология на Севере». Организаторами конференции являются Якутский научный центр комплексных медицинских проблем и Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия. Среди участников конференции представители из Кыргызстана, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск. Участники конференции обсудили вопросы эпидемиологии, лекарственного обеспечения, преемственности и безопасности терапии пациентов с ревматологическими заболеваниями, междисциплинарного взаимодействия для улучшения качества персонифицированной медицинской помощи, этнические аспекты предрасположенности и заболеваемости. Наша конференция посвящена проблемам спондилоартрита. Аксиальный спондилоартрит – это собирательный термин, охватывающий ряд воспалительных заболеваний позвоночника, таких как анкилозированный спондилит, болезнь Бехтерева, спондилоартрит, ассоциированный с ВЗК, псориазом. И иногда проходит очень много времени от дебюта болезни до постановки диагноза. И, в общем-то, спондилоартрит характеризуется высокой инвалидизацией пациентов трудоспособного молодого возраста. Почти половина пациентов через 5-7 лет после диагностики спондилоартрит, диагноз спондилоартрит, становится инвалидами. Средний возраст инвалидизации 40 лет. Хочу остановиться на основных нозологиях. Вы видите на этом слайде, что в Республике Саха-Якутия спондилоартрита 2 раза больше, чем по всей Российской Федерации. Но при этом есть очень много систематических обзоров, статей и эпидемиологических исследований в других странах, где показывают, что спондилоартрит может быть очень распространенной нозологией, вплоть до, например, до 3 на 1000 населения. И есть даже работы, где достигает 16 на 1000 населения, особенно в северных арктических регионах. В 2011 году было проведено эпидемиологическое исследование в Российской Федерации Евгением Львовичем Насоновым. Скринирующее анкетирование прошли более 76 тысяч пациентов в 12 регионах. И вы видите, что идет несоответствие полученных данных со статистикой официальной Минздрава Российской Федерации. Например, по ревматоидному артриту разница огромная. На 1000 населения получается, да, по данным этого исследования, 6,1. Если посмотреть нашу статистику по ревматоидному артриту, то вот эта цифра ближе к данным Евгения Львовича Насонова – 5,5 на 1000 взрослого населения. Да, имеет место быть несоответствие официальной статистики фактическому распространению иммуновоспалительных заболеваний Российской Федерации и недооценка распространенности иммуновоспалительных заболеваний составляет более чем 3 раза. Наши пациенты получают базисные противовоспалительные препараты, поэтому преемственность терапии очень важна. Финансирование идет по 3 каналам. Это федеральная льгота, региональная льгота и канал обеспечения по ОМС. Если посмотреть нашу республику, вы видите, что нуждающихся в биологической и таргетной синтетической терапии по этим 3 нозологиям достаточный, но вошли в список льготного обеспечения ЛПУ всего лишь около 1045 пациентов. 750 пациентов. И вы видите, что это составляет, если сравнить с работой главного ревматолога Российской Федерации, то если сравнить, в принципе, по спондилоартриту, да, чуть больше, потому что и пациентов у нас больше, да, это у нас этническая все-таки особенность есть. По остальным нозологиям, в принципе, процент одинаковый. Итого на 2025 год нуждаются более 1000 пациентов в терапии биологическими препаратами и таргетными препаратами. Из них вошли в льготный список, сформированный ЛПО 178 городских пациентов, 151 сельских не вошли в список. Итого на плановый год на обеспечение заявлено 720 пациентов. И по прогнозу дефицит финансирования на эти 720 больных в 2025 году составит как минимум 150 миллионов рублей. По данным антистатиновых кабинетов на декабрь 2024 год, до конец года, нуждающихся было 1111 пациентов. Из них 62 я убрала, это те пациенты, которые будут получать по КСГ ГБТ, по 14 ВЗН, и некоторых, конечно, по показаниям прекратили терапию. То есть остается у нас 1049 пациентов на плановый 2025 год.
Из них 485 пациентов мужского пола, и из мужчин 91% составляют мужчины трудоспособного возраста. Из трудоспособного возраста 55% с инвалидностью. Женщин 564, из них 58% это пациенты трудоспособного возраста. И из трудоспособного возраста тоже 55% уже с инвалидностью. Как показал анализ, представлена группа как ревматоидный артрит и спондилоартрит, наибольшую финансовую нагрузку создают неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте. Так, для ревматоидного артрита годовое экономическое бремя, ассоциированное с этой категорией инвалидов, составило 1 651 258 рублей на одного человека. Это в 3,63 раза больше, чем на одного работающего инвалида в трудоспособном возрасте, в 5,51 раза больше, чем на одного работающего пенсионного возраста, и 6,95 раза больше, чем на одного неработающего пенсионного возраста. Что же можно сделать для улучшения доступности, с нашей стороны? Самое главное, во-первых, это обеспечение высокого качества образования в области ревматологии в медицинских вузах. Чем раньше назначается синтетическая стандартная терапия, например, метотрексатом, тем эффективнее получается терапия. Ведь, например, при ревматоидном артрите окно возможности составляет от дебюта ревматоидного артрита всего лишь 3 месяца. То есть за 3 месяца мы должны поставить диагноз, назначить метотрексат. Тогда болезнь не будет быстро прогрессировать. Возможно, даже сразу мы добьемся ремиссии. И не потребуется биологическая дорогостоящая терапия. Чем позже мы начинаем терапию, когда болезнь развертывается, тем, конечно, риск того, что пациент будет получать биологическую дорогостоящую терапию, возрастает. И если пациент получает биологическую терапию, то он должен получать непрерывно, потому что мы должны добиться цели. Если мы добьемся ремиссии, есть вероятность того, что этот пациент уйдет из биологической терапии. А если будет получать с перерывами, то мы никакой ремиссии не добьемся. То есть он будет так находиться, лечиться годами. Маршрутизация 2023 года, который утвержден, есть кратность обследований пациентов и получающих, например, обычные синтетические стандартные препараты, биологические препараты. И есть в приказе о диспансеризации хронических неинфекционных болезней, как методичка для терапевтов, какие исследования надо провести, основные моменты по основным нозологиям. Что же еще можно сделать для улучшения доступности? Надо использовать все каналы обеспечения, в том числе канал федерального ФОМСа в федеральных клиниках. У нас в Якутске 3 федеральных больницы есть, это тоже дополнительный канал для обеспечения. Назначение биосимиляров. Про биосимиляры можно говорить очень долго, я лишь скажу, что биосимиляры это не женерика, всегда так говорю терапевтам, когда лекции читаю. Биосимиляры, они ничем не хуже, чем оригинальные препараты, и все-таки технология не стоит на месте, и иногда есть такое, что биосимиляры могут быть даже лучше по некоторым побочным эффектам препаратов. Кроме этого, требуется контроль фармацевтической логистики. Это поставка в нужное место и в нужное время. По фармакологической логистике, конечно, у нас есть проблемы, потому что вы знаете, что территория большая, плотность населения низкая. Мы, ревматологи, стараемся все это учитывать и сопровождать пациента вручную. То есть мы должны понимать, что пациент вошел в льготу. Если вошел, то препарат, если, например, когда получит, то есть поставка когда будет. Бывает, что не бывает препарата на складе у поставщиков. И пока его нет, мы должны как-то обеспечить этого пациента по КСГ ГБТ. И основные проблемы фармакологической логистики – это, конечно, на нашей территории и зависимость обеспечения от сроков проведения аукциона. То есть сегодня назначили, аукцион будет через 3 месяца. Иногда некорректно работает программа Тим-аптека, отсутствие лекарственных средств на складе у поставщика. Какие же улучшения в последние годы мы наблюдаем? Все-таки централизованный закуп препаратов улучшает, то есть прозрачным делает. И если пациенту мы отменили терапию, по какой-то причине пациент перестает получать, то этот препарат, который находится в аптеке по месту жительства, обратно препарат можно отправить в фармацию и далее нуждающимся пациенту.
И в прошлом году приходили ответственные лица именно по ревматологии в Сахапромации. То есть улучшение, вот такая работа идет. И, наконец, клиника Центр ревматических заболеваний в клинике Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. С этого года очень строго требуют, чтобы мы 80% объемов выполнили по случаям КСГ с высокой затратоемкостью, с коэффициентом затратоемкости более 2. Поэтому в связи с этим ограничена госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской помощи с целью обследования и циклического лечения. У нас в центре есть дневной стационар, кабинет антистатиновой терапии, круглосуточный стационар, консультативный кабинет. Консультативный кабинет очень удобен в плане того, что если, например, из офтальмологической больницы по первому звонку мы записываем пациента, потом маршрутизируем его. Ведь когда у пациента рецидивирующий увеит, пока пациента запишут там по месту жительства к терапевту, терапевт к ревматологу, потом на госпитализацию плановую поставить, очень много времени проходит иногда, и пациент может ослепнуть. Поэтому по первому звонку из офтальмологической больницы мы направляем сразу себе, записываем консультативный кабинет, и уже врач решает, что делать, госпитализировать, дальше смотреть и так далее, если наши офтальмологи подозревают нашу болезнь. Кроме этого, хорошо работаем с детской ревматологией благодаря педиатрам. Да? Ведь когда ребенок переходит из детской службы во взрослую службу, теряется, и, к сожалению, иногда поступает к нам в жизнеугрожающем состоянии. Когда педиатры нам передают практически здорового ребенка, мы его теряем на нашей службе, потому что пациент, хоть 18 лет, он еще ребенок, он не понимает, он не ответственно относится к своему здоровью. И даже по старой памяти до сих пор пациенты набирают своих лечащих врачей из педиатрической службы. Поэтому это очень важно, надо подготовить этих детей, да, к взрослой жизни. И для этого и этот кабинет существует. Проводим реестры этих пациентов. Кроме этого, как ревматологи стали в последнее время как экономисты, да, мы в 2025 году запланировали 58 миллионов, которые будут только потрачены на приобретение дорогостоящего лекарства, только на лекарства. И могу сказать, что на сегодняшний день уже потратили 30 миллионов. Это очень хорошая разгрузка республиканских каналов обеспечения. Кроме этого, наши врачи в консультативном кабинете после выписки пациента мониторируют своих пациентов, иногда лечащие доктора сами. Почему? Потому что если пациент поступает в течение 10-14 дней, пока диагноз поставили, назначили метотрексат, он получит только один раз. Мы даже не увидим эффективность терапии. И самое важное начинается обязательно после выписки. Ведь за 10 дней мы просто диагноз поставим, мы назначим терапию, а эффективность и безопасность терапии должны увидеть уже врачи первичного звена. Некоторых наших пациентов, если требуется, например, тяжелые, если имеются какие-то особенности, мы ведем сами, и мы видим, что это очень необходимо. И эти пациенты, которые хорошо в динамике мониторируются, они не нуждаются в госпитализации. Чем больше у нас пациентов госпитализируется, тем на самом деле это не очень хороший критерий. Это говорит о том, что поликлиническая служба у нас страдает, к сожалению. Кроме этого, в нашем центре не только ревматологи смотрят, так как ревматические заболевания — это системные заболевания. Есть у нас консультанты, специалисты, которые помогают вести этих пациентов, что очень удобно, и нам это, и для пациентов это очень хорошо, в первую очередь. Кроме этого, я с гордостью хочу сказать, что благодаря Оксане Гаврилевне, ассоциации НТЗ, наши врачи выезжают в самые труднодоступные населенные пункты. За 3 года, по-моему, около 20 районов посетили, да? И из них не только в районном центре находятся наши врачи, да, они еще доезжают до самой глубокой, до далекого поселка.
иногда это бывают экстремальные даже поездки, можно сказать. И не только консультируют наших пациентов, но еще читают лекции врачам первичного звена по основным нозологиям. Обязательно читают лекции всем врачам. Проводят школы для пациентов. И стараемся мы, конечно, внедрить новые или недоступные в регионе диагностические лечебные методы. Из последнего это диагностика подагры методом поляризационной микроскопии. В нашем кабинете антитокиновой терапии сидит врач с большим опытом, Дичковская Сарданова Валерьевна. Она ведет всех пациентов, которые находятся на биологической таргетно-синтетической терапии. У нее есть очень много таблиц, реестр ведется очень тщательный, кропотливая работа. Если не только там амбулаторная карта у нас есть, да, есть еще вот такие разного рода таблицы. И когда открываем, мы видим, да, сейчас на каком этапе получает терапию, не получает, что происходит с пациентом. Это очень удобно, конечно, и нам здорово помогает. Вот так все это отражается. И в заключение хочу сказать, что улучшилась доступность специализированной помощи, улучшилась своевременная диагностика, своевременное назначение базисной терапии терапевтами. К нам уже стали часто поступать пациенты, уже получающие базисную терапию в низкой активности, в ремиссии. И у нас появились 5 специалистов, новых ревматологов 2021 года. Стала работать аккредитационная комиссия у нас. И организовали информационно-просветительские мероприятия. Каждый год организуем несколько раз. Сегодня у нас проходит вторая научная практическая конференция «Ревматология на севере». Мы очень рады провести это мероприятие вместе с научным центром комплексных медицинских проблем. Мероприятие является междисциплинарным, потому как ревматология, она на самом деле это достаточно узкая специализация, и на первичном звене республики, да, у нас основную помощь по профилю ревматологии все-таки оказывают это врачи-терапевты. Ревматологические проблемы у нас происходят не только как у врачей-ревматологов, но и встречается и у кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов. Поэтому данное мероприятие является междисциплинарным. То есть участвует очень много специальностей иных специализаций системы здравоохранения. Международная она является, потому что еще и у нас принимают участие ведущие специалисты содружественных стран, таких как Казахстан, например, да, и к нам в гости приехала наш куратор по Дальнему Востоку, доктор медицинских наук, врач-ревматолог Оттева Эльвира Николаевна. И сегодня мы послушали новые тенденции лечения ревматологических заболеваний. И мы очень надеемся, что новые позывы, новые вызовы, которые сейчас нам превозносит наше время, да, мы будем встречать его более смело и с новыми уже, с новым вооружением знаний, скажем так. Так как у нас регион специфичный, да, у нас малой плотностью населения, поэтому не во всех центральных районных больницах удается обеспечить врачами-ревматологами, да, потому что у нас есть определенные нормативы врачей-ревматологов на 1000 населения, поэтому у нас в малых районных больницах, к сожалению, ревматологов не предусматривается. Да, но это вот в порядках организации ревматологической помощи. Поэтому врачи-ревматологи у нас есть вот в основном в городе Якутске, в республиканских больницах, да, ну и есть врачи вот в больших наших центральных районных больницах, таких как вот Нерюнгри. Вот сейчас врач появился в Нерюнгри и вот в Верхневилюйской районной больнице. И там мы планируем тоже расширить данный вид медицинской помощи, специализированной, так называемой специализированной помощи, вот конкретно по профилю ревматологии. Такие мероприятия превозносят для врачей, как я уже выше говорила, новые методы лечения, новые диагностики, новые препараты, которые у нас есть, да, новые рекомендации для того, чтобы вот обеспечивать более качественную и более доступную медицинскую помощь нашему населению.
Конференции такого уровня масштаба очень важны для специалистов, потому что разбираются темы, клинические ситуации, разбираются темы заболевания дисциплинарно. То есть тут не только участвуют врачи, ревматологи, но офтальмологи, ну и генетики. На заболевания сейчас мировая наука смотрит междисциплинарно. Такое изучение вопроса достаточно улучшает течение заболевания у пациентов, облегчает течение заболевания.